Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В Москве задержали женщину с отрезанной головой ребенка. По предварительным данным, она работала его няней. Полиция сообщила о неадекватном поведении женщины при задержании, которая кричала «Аллах Акбар» и грозила себя взорвать. Мигранты, скопившиеся на границе Греции и Македонии, прорвали пограничные заграждения с помощью самодельного тарана. Македонская полиция применила слезоточивый газ. Продолжение истории 13-летней кыргызской девочки, которая одна содержит семью из 3 человек и живет в подвале. На деньги, собранные неравнодушными людьми, семья Ичурек смогла снять себе квартиру в центре города. Я всегда мечтала о таком доме. Думала, когда вырасту, куплю себе такой. С тех пор, как нам начали помогать, многое в жизни изменилось. Новый третий по счету взрыв прогремел в Воркуте. Родственники погибших считают, что в гибели шахтеров виновато руководство предприятия. Специальные подъемники в подъездах за свои деньги и отсутствующие пандусы на улице. Как живут и помогают друг другу российские инвалиды? Мне кажется, что вот именно в органах власти не хватает ребят на колясках, инвалидов. В Москве задержали женщину с отрезанной головой ребенка. Первыми ее в хиджабе заметили прохожие. По словам очевидцев, она прокричала «Аллах Акбар» и грозила себя взорвать. По версии следствия, Гульчехра Бабакулова находилась в России законно, но няней работала нелегально. У нее не было патента, сообщила Федеральная миграционная служба. Представитель узбекской диаспоры в Москве призвал не акцентировать внимание на ее национальности. Он заявил Интерфаксу: «Тут национальность вторичная, это какое-то, видимо, сумасшествие. Мы потрясены этим». Пока известно, что жестокое убийство 4-летней девочки произошло в доме неподалеку от метро «Октябрьское поле». Няня дождалась, пока уйдут родители со старшим сыном, после чего убила ребенка, подожгла квартиру и дошла до метро. Врачи порекомендовали назначить ей психиатрическую экспертизу. Новые подробности в деле бывшей сотрудницы пресс-службы МВД Таджикистана Хумайро Мировой, которая уехала в Сирию с 4 детьми и присоединилась к террористической группировке «Исламское государство». Ее мать просит правоохранительные органы республики вернуть дочь, потому что не верит, что в Сирию она уехала по собственной воле. Мать Мировой заявляет, что после того, как муж ее дочери Гилмурод Халимов, полковник таджикского ОМОНа, примкнул к ИГИЛ, Хумайро находилась под большим психологическим давлением. Напомним, что Гилмурод Халимов с 2 своими ближайшими сторонниками в прошлом году уехал в Сирию, вступил в ряды ИГИЛ. Он объявлен в международный розыск. Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье в телефонном разговоре обсудили процесс исполнения соглашения о прекращении боевых действий в Сирии. Об этом в понедельник сообщил российский МИД. В официальном коммюнике, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, указывается, что стороны также рассмотрели перспективу возобновления межсирийского переговорного процесса. Тем временем сирийская оппозиция обвинила войска президента страны Башара Асада и поддерживающие его российские правительственные войска в нарушении режима прекращения огня. О 26 ударах по подразделениям оппозиции говорится в письме, отправленном генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. О нарушении Дамаском и Москвой перемирия накануне на пресс-конференции в Эр-Рияде говорил глава МИД Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр. Он отметил, что на случай, если власти Сирии и их союзники не будут соблюдать этот режим, существует альтернативный план действий, который предусматривает уход президента Башара Асада мирным или военным путем. Цитата. «Я считаю, что соблюдение перемирия будет важным показателем серьезности мирного урегулирования сирийского кризиса, включая создание временного правления и передачу власти от Башара Асада этому органу». Конец цитаты. На эти обвинения отреагировали в Кремле. В администрации российского президента призвали проявлять максимальную осторожность в заявлениях, касающихся прекращения огня в Сирии. Расследовательская интернет-компания Conflict Intelligence Team, которая занимается анализом действий российской армии на основе открытых источников, просмотрели брифинг Российского Министерства обороны и обнаружили плохие навыки работы с картами, которые, по мнению Conflict Intelligence Team, могут означать нежелание исполнять режим перемирия. Кроме того, сегодня эта компания планирует опубликовать свидетельство того, что российская авиация продолжает наносить авиаудары в местах объявленного перемирия. Об этом нам сообщил основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Вот что он сказал. На этом брифинге мы заметили, что, во-первых, на карте, которая демонстрируется Министерством обороны России,
оппозиция отсутствует вообще. То есть там присутствуют стороны режим, Асад, ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра, еще и курды. Других группировок, судя по этой карте, у Министерства обороны просто нет. При этом были в качестве районов, где уже действует перемирие, отмечены очень маленькие районы, вот, и пока и назван ряд населенных пунктов. Мы уточнили, где эти населенные пункты находятся, и оказалось, что некоторые из них находятся совершенно не в том месте, где, как указано было на брифинге. Это непонятно, что это было, не знание географии Сирии, или что это было, или намеренное заблуждение представителей средств массовой информации, потому что некоторые из этих городов уже давным-давно находятся под контролем Асада, находятся в тылу сил Асада, а некоторые настолько маленькие, настолько малозначительные, что, в принципе, большой роли в перемирии не играют. Вчера было много сообщений и видеозаписей, которые мы проанализировали. Сегодня мы публикуем новый пост, где наносятся авиаудары по городу Термала и городу Тель-Биса. Это на севере провинции Хомс. Это тот самый район, который, по словам Министерства обороны, где действует уже давно перемирие, и где российские самолеты не летают уже давным-давно. Хотя на видео запечатлены в том числе и российские самолеты, и вертолеты сил Асада, которые сбрасывают бомбы на эти города. И есть видеозаписи жертв среди гражданских лиц. Эти материалы мы сегодня публикуем. Мигранты, скопившиеся на границе Греции и Македонии, прорвали пограничные заграждения с помощью самодельного тарана. Македонская полиция применила слезоточивый газ, пытаясь рассеять сотни людей, которые снесли металлические ворота и заграждения колючей проволоки, установленные на железнодорожных путях, ведущих из Греции в Македонию, передает агентство Рейтер. По сообщению корреспондента «Франс Пресс», с места событий попытку прорыва предприняли беженцы из Ирака и Сирии, которые направляются в Европу через Балканы. Толпа, в которой было много женщин и детей, скандировала: «Откройте границу». Стычки между мигрантами и полицией начались после того, как беженцам ограничили перемещение через Балканы. Афины требуют возобновить транзит беженцев. 28 февраля первый заместитель министра внутренних дел и административной реформы по миграционной политике Греции Иоаннис Музалес заявил, что на данный момент в Греции оказались блокированными около 22 тысяч мигрантов, из них 6,5 тысяч на границе с Македонией. Казахстанское антикоррупционное бюро развернуло информационную кампанию против главы журналистов Казахстана и президента Национального пресс-клуба Ситказы Матаева. Об этом заявила президент Международного фонда защиты свободы слова и Адильсөз Тамара Калеева. Напомним, Ситказы Матаев и его сын, глава агентства «Костак» Асет Матаев, были задержаны 22 февраля и принудительно доставлены на допрос. Им были предъявлены подозрения в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Однако антикоррупционное ведомство, не дожидаясь решения суда, официально заявила о виновности Матаевых и совершении ими тяжких экономических преступлений, как о доказанном факте. В данный момент Ситказы Матаев находится под домашним арестом с лишением права общения с прессой, в то время как само антикоррупционное бюро публикует в СМИ следственные документы. Вот как оценила ситуацию президент Международного фонда защиты слова и Адильсөз Тамара Калеева. Посадив Матаева под домашний арест, то есть лишив его права общения по телефону, в интернете, вообще с кем бы то ни было, кроме узкого круга семьи. Сами вы развернули большую информационную кампанию против него. Понимаете, что особенно настораживает? Сегодня пришла налоговая, завтра пришло антикоррупционное бюро, послезавтра по заявлению неведомого руководителя, неведомого кооператива собственников квартир, тут же возбуждает ГАСК, Государственный архитектурно-строительный контроль, возбуждает дело об опасности здания, сейсмоопасности, пожароопасности здания, в котором располагается Национальный пресс-клуб и Костак. Мы в Казахстане прекрасно знаем, что когда вот идет такая последовательность активная, сегодня, завтра, послезавтра, один контроль, второй, третий, четвертый, то это все спланированная акция. Я с большой долей вероятности предполагаю, что это посыл всему журналистскому сообществу и шире всему гражданскому обществу. Костак начал слишком активно о себе заявлять как
об независимом информационном агентстве. Ситуация со СМИ в Центральной Азии вызывает обеспокоенность у различных международных правозащитных организаций. О проблемах журналистики в этом регионе рассказала в интервью таджикской службе «Радио Свобода» УЗД независимый журналист Наталья Антылава. Проблема в том, что когда мы говорим на тему того, что нам надо выживать, то невозможно требовать у людей, которые пытаются выжить, того, чтобы они рисковали своей жизнью для того, чтобы делать какое-то дело, да, каким бы оно ни было. То есть здесь у нас ни у кого нет морального права требовать того, чтобы журналисты рисковали своей жизнью, жизнью своих близких и всем, что у них есть. Поэтому очень печально то, что разговор идет о том, что там какой-то компромисса здесь нет, да, то есть или надо подкладываться, подделываться это правительство. Естественно, тут мы становимся все перед индивидуальным каким-то выбором, то есть что мы выбираем? Мы выбираем оставаться там на каком-то центральном телевидении и говорить то, что пишут за тебя, или ты выбираешь уходить и становишься, не знаю, водителем такси. История 13-летней Айчурек из Бишкека получила продолжение. После публикации в СМИ о том, что Айчурек содержит семью из 3 человек, собирая пластиковые пакеты на рынке, в их дом стали приходить жители города и приносить одежду, продукты, деньги. О том, как изменилась жизнь маленькой кыргызской девочки, в репортаже Джибек Бегалиевой. Квартиру Айчурек сняли в самом центре, на 1-м этаже. Так маму на инвалидной коляске спускать будет легче. Здесь есть все, чего не было в подвале. Вода, отопление, туалет. Из техники сразу 3 чайника, микроволновая печь. Ею они еще не научились пользоваться, зато гаджеты подросток из рук почти не выпускает. Я всегда мечтала о таком доме. Думала, когда вырасту, куплю себе такой. С тех пор, как нам начали помогать, многое в жизни изменилось. Мне не приходится собирать пакеты. Мы живем в чистоте, хорошо одеваемся. Нам очень много людей помогает. Люди из сел отправляют там картошку, мясо, консервы. Студенты приносят одежду. В основном это простые люди. Благодаря им я смотрю на мир другими глазами. Мне очень хочется жить. Я думала, наша жизнь так и пройдет в подвале. Свои сбережения ей несли даже школьники. Больше 2000 сомов отдал 5-классник, несколько лет копивший деньги на игровую приставку. Благодаря ему и многим другим людям, которые до сих пор помогают Айчурек, у них теперь всегда есть еда. Ей об этом теперь не придется думать, хотя бы некоторое время. Я так радовалась, когда мы сюда переехали. Если через несколько месяцев нам придется съехать, мы снова вернемся в подвал. А если не будет продуктов, я снова пойду работать. Эту квартиру им сняли пока на 3 месяца. Если денег на счету хватит, возможно, удастся купить небольшой домик. Хотя Айчурек уже сейчас немного неловко. Ее лучшая подруга, вместе с которой они работали, попала в больницу. Помогать ей никто не спешит. Ее история как под копирку, такая же. Нет отца, 3 детей, Мультур старшая. 2 девочек в классе не понимает. Рассказывать, что в 13 лет они работают больше некоторых взрослых. Мультур стесняется. Ты не хочешь говорить об этом? Ну а что говорить? Хотя в классе уже знают про это. Некоторые понимают, некоторые нет. А еще подруги надеются, что у Айчурек появится собственное жилье. Правда, своего дома нет и у семьи Мультур, и ей придется работать дальше, так же, как и тысячам других детей в Кыргызстане. Джибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. В Бишкеке новый мэр. Им стал единственный кандидат на эту должность Албек Ибраимов, возглавлявший до этого совет директоров акционерного общества «Международный аэропорт Манас». Выборы мэра прошли 27 февраля. Новый градоначальник был избран путем тайного голосования. 42 депутата проголосовали «за», против высказался 1 человек. Следует отметить, что Ибраимов не стал озвучивать свою программу работы в Бишкеке, отметив, что продолжает начатое предыдущим мэром столицы. Я сегодня в ответственности в первую очередь перед своими детьми, перед городом, поэтому готов нести ответственность и перед законом, и перед городским депутатами, и перед Господом Богом.
Напомним, бывший мэр Бишкека покинул пост 9 февраля по семейным обстоятельствам. Согласно законодательству, осенью состоятся новые выборы в городскую администрацию Бишкека, после чего потребуется повторно провести выборы мэра. Далее в программе. Новый третий по счету взрыв прогремел в Воркуте. Родственники погибших считают, что в гибели шахтеров виновато руководство предприятия. Специальные подъемники в подъездах за свои деньги и отсутствующие пандусы на улице. Как живут и помогают друг другу российские инвалиды? Мне кажется, что вот именно в органах власти не хватает ребят на колясках, инвалидов. Новый, третий по счету взрыв прогремел в Воркуте. Всего в результате серии взрывов на шахте «Северная» погибли 36 горняков и спасателей. Их родственники считают, что в гибели шахтера виновато руководство предприятия. Об угрозе аварии шахтеры предупреждали почти за 3 недели. Дочь одного из погибших шахтеров рассказала нам, что ее отец говорил о высокой загазованности в шахте и угрозе взрыва. По ее словам, эти снимки датчиков метана были сделаны одним из коллег ее отца еще 11 февраля. На снимках видно, что концентрация газа увеличивается вдвое за 15 минут. Однако руководство шахты, уверяют родственники, не стало прислушиваться к работникам. Ну, в основном все это увольняли или говорили, либо увольняйтесь, либо работайте. Дело в том, что город маленький, и здесь весь город на шахтах. Выброс метана на шахте «Северная» произошел 25 февраля. Прогремело 2 взрыва и начался пожар. Под землей в момент аварии находились 111 человек. Началась поисковая операция. Сотрудники МЧС обнаружили тела 4 погибших шахтеров. Но в ночь на 28 февраля произошел еще один взрыв. Погибли 5 спасателей и 1 работник шахты. Еще 26 горняков, связь с которыми спасателям установить не удалось, в МЧС признали погибшими. В компании «Воркута-Уголь», в состав которой входит шахта «Северная», говорят, что никакой информации о превышении допустимой концентрации метана их датчики не зафиксировали. У родственников сейчас очень большое горе, и у них превалируют эмоции. Объективные данные такие факты не подтверждают, к счастью. У нас на каждом предприятии в постоянном режиме работает инспектор Ростехнадзора. В момент аварии был очень резкий выброс метана. Специалисты Ростехнадзора сейчас проверяют, насколько безопасны остальные угольные шахты в Воркуте. А жители города, многие из которых сами работают в шахтах, создали онлайн-петицию с требованием справедливого суда над администрацией предприятия. На момент выхода сюжета в эфир эту петицию подписали почти 4500 человек. В этой петиции было сказано, что должны быть наказаны те, кто виновен в этом. Потому что сейчас было сказано Мордашовым, что это нормальное природное явление, мы здесь ни при чем. Те, кому удалось спастись после взрывов, и родственники погибших уже изложили свою версию событий следователям. Катерина Кочкина, «Настоящее время». Специальные подъемники в подъездах за свои деньги и отсутствующие пандусы на улице. Как живут и помогают друг другу российские инвалиды? В нашем следующем репортаже. Теперь себя в шутку Виталий Анисимов величает бароном Мюнхгаузеном, но в отличие от книжного персонажа, он долгие годы воевал не с болотом, а с собственным подъездом. Самостоятельно попасть домой и на улицу мужчина не мог. Разрешить проблему помог интернет, там нашли схему, и 12 тысяч рублей – такова стоимость подъемника с установкой. Деньги потратил собственные, это при том, что он является депутатом Саяногорска. Признается, что даже ему не удалось пробить бюрократические преграды. Мне кажется, что вот именно в органах власти не хватает ребят на колясках, инвалидов. То есть именно допустим, есть комитет, который принимает, допустим, в городе, который принимает все эти пандусы. Введите одного туда колясочника в комиссию. Пускай он сам заедет на коляске, и его подпись будет решающая. Если он не заехал, все, переделывайте пандус. Такого типа подъемник первый в Саяногорске. Виталий Анисимов уверен, конструкцию можно установить в любом подъезде. И сейчас депутат намерен помочь победителю республиканских суточных забегов 17-летнему Ричарду Цареву из Черногорска. Один из самых известных инвалидов Хакасии, Ричард Царев, живет вот в этом новом доме. Семья переехала сюда всего около года назад. Интересно, что при строительстве и власти республики, и застройщик хорошо знали, какой особенный житель здесь поселится. Но парадокс в том, что никаких изменений в проект строительства внесено не было.
Пока Ричард полностью зависит от своей мамы. Без ее помощи из дома не выбраться. Он уже неоднократно побеждал во всевозможных спортивных соревнованиях, но главным препятствием в жизни остается лестница из 7 ступенек. Я ж не прыгну в окно. Я по лестницам я спуститься не могу. Пандус, если вот мамы нету дома, брата нету дома, никого нету дома, один я, конечно, не могу спуститься, потому что нету пандуса. Власти, правда, уже пытались помочь Ричарду. Полгода назад они установили в подъезде пандус, однако конструкцию соседи едва не переломали ноги, да и сам подросток так и не смог им пользоваться. Спускаться начинаешь, ты мало того, что держишь вес вот этот на весу, тебе надо вот в этот проем попасть ногами, да, потому что, между лыжами вот этот вот маленький проем, в него попасть ногами, удержать его, не дай бог, не оступиться самой, не отпустить. Это жуть была, потому что меня каждый раз вот так вот трясло тряской, как я спускаю. Сейчас Ричард учится водить автомобиль. Как только сдаст на права, сможет и на тренировку самостоятельно ездить, и в магазин. Но при условии, что пандус все-таки появится. Власти Черногорска тем временем рассматривают различные варианты. От подъемника, предложенного Виталием Анисимовым, до частичного бетонирования лестницы в подъезде или даже отдельном выходе из квартиры. Дело осталось за малым – найти спонсора, который бы оплатил долгожданный пандус. Марина Мышко, Сергей Чудинов. Настоящее время. Республика Хакасия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.